Добрый вечер. Позвольте вам рассказать сегодня о памятнике, который я исследую в Восточной Абхазии, Маркульское городище. Назвать свою тему я хотела «Маркульское городище. 18 веков. Абхазская история». Маркульское городище расположено в Ачимчирском районе в 10 километрах от моря, от древнего города Гюэнес. На слайде внизу на видео вы видите его 3D-реконструкцию, как, возможно, это городище выглядело в тот период. Следующий слайд показывает вам план данного городища, и здесь отмечены те архитектурные объекты, которые мы можем наблюдать сегодня над дневной поверхностью. То есть вот они стоят воочию, даже без раскопок мы их с вами видим. Это, естественно, центральный на самой высшей точке данного городища храм, наиболее яркая, высоко сохранившаяся башня Аллахаш-Абаа, остатки старой башни на северной части у нас и часть стен. И внизу у меня видели на слайде выделен юго-западный склон. Это очень важный участок данного городища, потому что именно здесь самые древние жители и обитали. Раскопки показали, как вы видите на этом слайде, что период этот относится еще к эллинистическому времени. Это IV век до нашей эры. Мы не исключаем, что, возможно, и более ранние периоды здесь присутствуют, так сказать, поздней колхидской культуры, потому что вот эта ручка, найдена нами со следами барана, может об этом, скажем так, косвенно свидетельствовать, но наверняка мы говорить об этом пока не можем. Но IV век до нашей эры по чернолаковой керамике у нас датируется точно. И вот именно с этого периода мы можем говорить однозначно о том, что это поселение у нас функционировало. Кроме керамики, здесь с нами были найдены железные шлаки. Это говорит о том, что население занималось оплавкой металла, занималось металлургией. Мы видим здесь зернотерки. Это говорит о том, что основой хозяйства было земледелие. Таким образом, здесь классическое поселение людей того периода, который живет за счет своего труда, занимается сельским хозяйством и ремеслами. Очень интересные раскопки, по результату раскопок мы получили в этом сезоне, в 2001 году. Нами был найден вот на этом склоне, на юго-западном склоне, комплекс пифосов. Если вы обратите внимание на нижнюю фотографию, здесь у нас отмечена стена. Эта стена относится не к эллинистическому периоду, она относится уже к позднеримскому периоду. Это первая линия обороны того городища, наверху которого мы видели остатки архитектурных объектов. Склад пифосов у нас расположен на 10 метров выше этой стены и относится именно к этому периоду. На видеоролике, который мы вам сейчас представляем, вы видите процесс раскопок, как вскрывались эти пифосы. Здесь нами обнаружено 5 пифосов, которые стоят инситу, то есть в том месте, где они стояли изначально. 2 этих пифоса полностью целые. Хоть сегодня наливай вино, храни и черпай и пей. Еще 2 пифоса у нас целые археологически. Что это значит? Это значит, что они раскололись, разбились на разные части, но мы можем их склеить и получить полностью целую модель. Еще один пифос у нас представлен только нижней частью, верхняя часть у нас его развалилась. Кроме этих целых пифосов, в слое этого же раскопа нами было найдено еще 16 обломков от других пифосов. Таким образом, не менее 20 пифосов на этом небольшом участке 3 на 3 метра нами фиксируются. Ну, конечно, эти 16 пифосов, они попали в слой уже вперемешку. И самое важное, что мы должны здесь обратить внимание, что у нас пифосы здесь разных типов. Есть пифосы с полукруглым венчиком, а есть пифосы с прямым венчиком. Что это значит? Керамическая традиция, она самая, скажем так, консервативная, то есть она сохраняется из века, из поколения в поколение. Гончар, который производит эту керамику, он учит производить ее точно так же своего ученика. И поэтому, если мы видим смену пифос, типа венчика пифос, мы говорим о том, что проходит очень большой промежуток, это относится к разным эпохам. Вот этот венчик полукруглый, он относится к античной эпохе, а венчик с прямым верхом относится к средневековой эпохе. И здесь очень интересно, что на одном из этих венчиков нами было найдено клеймо. То есть клеймо ставил мастер-производитель, который делал эти пифосы. И точно такое же клеймо было в свое время найдено на крепости Мамай-Кале в Сочи. Вы представляете расстояние, которое мы видим между Маркулой, это Восточная Абхазия, и северо-западная часть Мамай-Кале. Это говорит о том, что это было единое пространство, единое, можно сказать, даже государство,
И, значит, эти центры по производству, они были организованы, и они поставляли свою продукцию в разные части этого государства. Это очень важный момент для реконструкции всей истории абхазского государства. Эти прямые венчики, повторю, они относятся к средневековому периоду, но к раннесредневековому периоду. Почему? Потому что наши пифосы имеют гладкую поверхность, а уже в развитом средневековье и позднем средневековье они были с различными налепами и узорами. Таким образом, мы можем ограничить этот период, наверное, примерно с 7 и до X века, не позднее. То есть уже у нас есть определенные хронологические рамки. А античный момент, который мы здесь видим, это, скорее всего, поздний античный период, будет относиться где-то к III-V векам. Хочу обратить еще дальше внимание, вот на следующем слайде вы видите вот эти вот пифосы, и здесь видеоролики сняты, как эти пифосы у нас полностью реконструируются и выглядят, то есть можете внимательно посмотреть. Но обращаю внимание, что под пифосами нами было найдено погребение. И при погребенном были обнаружены сосуды. Здесь на схеме, вот внизу на слайде вы видите, так сказать, где лежит погребенный, показан его череп, часть фрагментов костей. Рядом с черепом лежит наконечник, и мы видим ряд этих сосудов. Ну и, соответственно, процесс раскопок также вы на фотографиях здесь можете посмотреть. Обратимся внимание к наконечнику. Это наконечник железный, наконечник копья втульчатый. У него есть ребро жесткости, то есть вот эта узкая жесткая металлическая полоска стоит в центре. По своей форме этот железный наконечник копирует форму бронзовых наконечников. То есть это та технология, которая еще восходит к эпохе бронзы. И у Михаила Мамедовича Трапша при описании его куланорского могильника мы встречаем аналогичный наконечник. На рисунке он отображен почему-то без ребра жесткости, видно, не счел автор рисунка отметить эту важную особенность. Но в описании Михаила Мамедовича он указывает на наличие этого ребра, поэтому можем говорить точно, что этот наконечник повторяет наш наконечник. И что здесь еще очень важно? Ориентация погребенного идет головой на север. Северо-западная у Михаила Мамедовича, и у нас она северная. Ну, может быть, скажем так, какие-то погрешности, плюс-минус люди ведь хоронили не по компасу, а потом, как заходит солнце. Поэтому, конечно, определенные углы погрешности, они существовали. Так вот, Михаил Мамедович Трапш погребенный относится еще к эпохе поздней бронзы. Это 7-6 века, вот он, исход эпохи бронзы и античности. И наш погребенный, о дате которого я сейчас скажу чуть-чуть позднее, когда покажу всю стратиграфию нашего раскопа. И вот эта хронология, этот наконечник проходит очень много веков, и он очень важный. Далее, если мы посмотрим на сосуды, которые мы здесь встречаем, то эти сосуды очень характерны для периода цибельдинских погребений IV века нашей эры. Они хорошо представлены в работах Николая Юрьевича Воронова. Однако, анализируя материалы раскопок Георгия Кучмовича Шамба при Эшерском городище, мы находим аналоги таких же сосудов в эпоху рубежа веков. То есть это опять-таки античная традиция, которая сохраняется, начиная с самой ранней античности, заканчивая поздней античностью. Ведь IV век – это еще поздняя античность. И таким образом мы видим этот комплекс именно античного захоронения. Но и поздние пифосы у нас тоже относятся к поздней античности. Так где же эта граница, когда люди здесь имели могильник, а потом поставили пифосы? Когда мы видели такое, чтобы люди на могильнике, на погребении вдруг ставили продовольственные склады? А это говорит об одном очень важном моменте. Люди, которые поставили производственный склад, значит, долгое время не жили на этой территории, они пришли сюда. А те люди, которые имели здесь могильник, почему-то исчезли с этой территории, их не было. Что же произошло? Какой трагический период мы можем здесь посмотреть? И обращаясь к общей исторической канве, мы видим, что на рубеже веков, на рубеже эпох, 1 век до нашей эры, 1 век нашей эры, мы видим гибель Эшерского городища. В этот же период нашествия генеохов в нарративных источниках мы видим разрушение Питионта. В слоях этого же периода в Сухуми мы видим следы пожара. И совершенно очень слабый слой населения к этому периоду здесь присутствует. Таким образом, эпоха перехода этой территории из-под влияния Понтийского царства и кризис Римской империи, когда переход из республиканского периода в императорский период, мы видим в эпоху гражданских войн, он прошелся в том числе и нашествием различных варварских племен, и был трагичным для истории Абхазии в этот период. Мы видим гибель многих поселений. И, по всей видимости, и на Маркульском городище мы видим, что жизнь прекращается на достаточно серьезный срок, так что люди, пришедшие сюда, уже не знали о наличии здесь могильника. И на этой территории они возводят оборонительные стены, ставят свои продовольственные склады, начинается новый этап жизни. А в какой этап он возник? И здесь ответ нам дают наши дальнейшие раскопки. Эти дальнейшие раскопки, я о них скажу чуть позднее. А сейчас хочу показать еще один слайд,
глубина нашего раскопа. И вот на этом слайде вы видите след пифоса в стене очень хорошо. Под ним черным слоем идет период наших погребенных, а еще ниже еще большой-большой этап слоя жизни на этом поселении. И он полностью синхронен тому, о чем я говорила ранее, на юго-западном склоне, эллинистический период. Опять-таки мы видим керамические, железные шлаки, так сказать, металлургического производства. Мы видим эллинистическую черепицу, которой крылись дома здесь людей происходящих. То есть, таким образом, мы реконструируем период истории всего нашего города. То есть, начиная с IV века до нашей эры, скажем так, где-то, может быть, до II века нашей эры, здесь идет у нас поселение. Потом люди как-то, видно, сдвигаются, и эта часть уходит у нас под погребение, под могильники. А потом население гибнет в ходе катастрофы. Но в III веке нашей эры, во второй половине III века нашей эры, люди сюда приходят вновь. И об этом нам говорят дальнейшие наши исследования. Поднимаясь на плато, я сейчас включаю вам видео, вы видите здесь ролики, изображения, фотограмметрические модели нашей башни Аллаха-Шаба. Мы видим великолепное здание. Оно было известно и ранее нашими предшественниками, только его и люди фиксировали, считая, что это башня XIX века. Но, как мы обнаружили в ходе наших исследований, эта башня относится к позднеримскому периоду. Она полностью построена по технологии, которую описывал Витрувий. Это перевязочные балки, деревянные балки, которые позволяли очень быстро и качественно произвести строительство оборонительных сооружений и при этом придавали им особую прочность, так что таранами нельзя было пробить стены. Эти деревянные балки, они поддерживали крепость всего сооружения. А раскопки нашей башни показали, что римские стекла, находящиеся между слоями полов, дают нам датировку, соответственно, это где-то вторая половина III века. Что происходит в этот период? По свидетельствам Зосима мы знаем, что в этот период у нас опять происходит нашествие варваров. Их называют скифами, хотя, конечно, это разные племена. И местное и население с побережья уходит в горы, уходит в укрепленные места. И мы не можем исключить, мы не можем говорить наверняка, но предположить, что население Гюэнеса, которое находится в 10 километрах от нас на побережье, вполне могло уйти с побережья, чтобы защитить себя и подняться сюда, на это плато, и строить здесь эти оборонительные стены. Как люди, тесно общающиеся с античным миром, в том числе представители античного мира, так сказать, жившие в этом Гюэнесе, они, естественно, принесли сюда те технологии, которые они видели. Свидетельством об том, что сооружения строились очень быстро и в опасный период, почему мы относим именно к середине III века, говорит и наша вторая стена на конце этого плато. Если вы посмотрите на фотографию этой стены, вы видите, она стоит криво. Она стоит не на выровненной поверхности. Вот как была кривая дневная поверхность в тот момент, когда ее строили, она вот такая вот кривая, так эту стену и построили. Им некогда было выравнивать, нужно быстро ее соорудить. А найденная нами краснолаковая керамика опять-таки дает период, что это античный римский период. То есть таким образом мы видим, что в этот момент эта стена и возводится. А уже в IV веке, когда более-менее у нас устаканилась ситуация, возможно, скорее всего, уже к концу IV века, потому что мы понимаем, что только в середине 30-х годах IV века христианство стало официальной религией, естественно, строятся первые храмы на побережье, но уже явно к концу IV века у нас сооружается также и храм. Это один из самых ранних храмов на территории Абхазии, на глубинной ее части. У него простая форма. Это полуциркульные с апсидой, выступающие снаружи, но не имеющие заплечников. Очень небольшой храмик. Однако в престоле этого храма был найден наконечник стрелы. Эта форма наконечника датируется IV веком, почему мы и даем датировку, что где-то к концу IV века, может, начало V, не позднее был этот храм сооружен. А наконечник стрелы, скорее всего, говорит о том, что храм был посвящен Георгию Победоносцу. Потому что именно Георгий, который с оружием у нас символизируется, именно ему эта стрела в этом ритуально и была захоронена именно в этом престоле этого храма. Престол до сих пор существует, и мы можем говорить, что по существу этот храм своей благодатью до сих пор наполняется. Рядом с храмом были найдены нами захоронения. По тем бусинам, по которым мы обнаруживаем при захороненных, их анализ вы также можете видеть на слайде, мы также можем датировать это периодом вот, рубежа IV, начала V веков. И керамика византийская, которая также была найдена при захороненных, дает нам эту же самую дату. Таким образом, Маркульское городище является одним из и духовных центров Апсилии того периода. Очень интересным является дальняя башня на нашем городище. Изначально мы видели, придя на эту территорию, только 3 стены. Одной стены у нас не было, то есть, которая вот у нас восточная стена, она просто отсутствует. Вы видите это на планах, которые я вам здесь сейчас показываю. Мы начали раскопки. Раскопки на этом городище ведутся уже в течение 3 лет.
на этой части городища, соответственно. И вот на видеоролике, который я вам показываю, вы видите весь процесс раскопок, начиная от 18 года, когда мы только пришли на эту территорию, вы видите как бы зачистки остатки стены на видео, и постепенно вскрывается вам все, как мы раскрыли. И мы обнаруживаем, что внешнюю стену мы не нашли. Но есть внутренняя стена, которая перекрывает все, памятник, вот именно с восточной стороны, а часть продольных стен, они выходят вперед. А за продольными стенами у нас стоит дыбом пол. Вот он реально стоит вот так вот дыбом. Что же произошло? Как нам кажется, это могло быть только какое-то землетрясение. Это землетрясение произошло, оно разрушило эту наружную стену, и людям пришлось восстанавливать, и строится новая стена. Она стоит не в первести, она возникла позднее, она лежит на нижнем слое вот этого пола. Строится новая стена, сверху кладется новый пол, и жизнь на городище возрождается. Но раскопки этого года показали, что это не просто прямоугольное сооружение, это было много помещений, оно имело много помещений, потому что раскопки снаружи этой башни показали, что мы опять-таки видим слой пола, мы видим продолжение этой внутренней стены. Сколько помещений здесь было, мы сказать пока не можем, то есть нужны дальнейшие исследования. Но это было не просто прямоугольная башня, это было действительно очень большое сооружение, некий дворец. А о том, что это был дворец, говорят и находки этого городища. На следующем слайде вы видите фрагменты барельефа с кошачьими лапами. Вы видите фрагменты архитектурных деталей, которые здесь были найдены. Вы видите фрагмент, возможно, наследника или, может быть, поиск какой-то детали бронзового вооружения того периода, который люди, жившие в этом дворце, имели, потому что здесь мы обнаружим вот остатки бронзы. Большая часть из них разрушена, вот одна часть пластины, она прям сохранилась, она вот как часть какой-то детали хорошо видна. И мы видим краснолаковую керамику. То есть мы опять-таки видим, что здесь может быть рубеж веков, а может и вот 3 век, вот этот дворец к этому периоду у нас однозначно относится. Дальнейшие раскопки, может быть, это нам более точный материал, но в любом случае, начиная где-то с 3 века, этот дворец у нас существует. И что очень интересно, вот на следующем слайде вы видите карту расположения памятников этого региона вдоль реки Моквы. Вот наше Маркульское городище. Чуть севернее находится его храм Маркула-3 и дальше храм Джал-Акуаския. Так вот, в храме Джал-Акуаския нами случайно было найдено вот это вот изображение льва. Оно такое прочерчено на камне, оно находится во вторичном использовании, то есть оно уже здесь не используется как изображение. Это просто камень, который стоит в проеме между основным храмом и нартексом. Он даже перевернут кверх ногами. Но у этого льва мы видим большие-большие длинные когти. Это свидетельство звериного стиля. Оно восходит еще к скифской эпохе. И явно оно не выходит в период уже Средневековья, потому что в период Средневековья мы видим изображение кошачьих лап уже более реалистичных, нормальных. Значит, этот лев принадлежит к самому раннему периоду существования храмов. Это, значит, это будет опять-таки, 5-й, не позже 6 века, соответственно, потому что 7 век, это уже разница Средневековья, мы видим уже реальные изображения, реалистичные. Почему же вдруг это изображение оказалось в этом храме? Оно соответствует храму, львы изображали сейчас в христианских храмах. Почему оно оказалось во вторичном использовании? Скорее всего, потому что храм тоже оказался разрушенным. А в ходе чего он оказался разрушен? И тут мы вспоминаем наш дыбившийся пол на нашей башне. Землетрясение всего 3 километра отделяют эти храмы. Естественно, это единый регион, землетрясение задело однозначно и те сооружения. И таким образом разрушенный храм оказался разрушен. Его восстанавливали в 8 веке, потому что мы это видим по всем датировкам. Поэтому, значит, землетрясение у нас будет относиться где-то вот к периоду между 6 и 8 веком, когда произошло это. Таким образом, мы опять видим сужающиеся хронологические рамки. Итак, эта территория была очень богата. Она богата памятниками, она богата своей историей и очень трагичной историей, которая пережила различные катаклизмы, и военные, и, так сказать, природные катаклизмы. И свидетельства жизни на этом городище у нас замирают в XIV веке, когда мы видим верхний слой пожара, который датируется у нас радиоуглеродной даты. Мы видим наконечники бронебойных стрел, к этому периоду относящиеся в верхних слоях. Таким образом, активная жизнь, именно как поселение, где-то в XIV веке, может, в начале XV, она здесь и замирает. Итак, 18 веков истории. 18 веков истории, наполненных различными катаклизмами, сюрпризами. И это мы только прикоснулись к этой истории. Я думаю, дальнейшие раскопки нам покажут еще много-много загадок и много-много интересного. На этом, я думаю, стоит завершить нашу сегодняшнюю лекцию.